В Дании велодорожка святое, даже никто не встает сюда. Везде оставляют место для велосипедов. Не подошла крона. Мы зашли в первый супермаркет датский. Как он? Фейт? Какой-то. Факта какая-то, короче. Вот. Дождик на улице. Сейчас купим продукты и на ночевку. Здесь Все, купили сегодня на обед. Ой, на обед, какой ужин уже у нас. Используем первый раз в этом путешествии газовый баллон. Дождичек идет. Да, сейчас будем кушать. Все, сегодня проночевали здесь в лесочке. Полночи шел дождик, сейчас едем. Набрали здесь слизней. Да, мокриц. Такой глухой лес, он влажный весь. Все, едем в Копенгаген. Хотя мы уже в Копенгагене, в принципе, это все большая агломерация была, начиная от переправы. В общем, мы уже в Копенгагене. Но тут просто рай для велосипедиста, честно. Одна проблема: слишком много велосипедистов. То есть все время приходится смотреть назад. Мы-то привыкли, что велодорожка всегда только для нас. Одни мы только по ней едем практически. Здесь их много. Но сейчас это еще не центр города. Их не так много. Вон машины в каких пробках стоят. А на велике путь свободен. Это Копенгаген.
Да, жалко, что мы здесь не нашли вписку ни у кого в Копенгагене. То есть мы сейчас символически прогуляемся здесь на площади, наверное, поедем дальше. Хотелось бы здесь, конечно, побыть хотя бы день-два, погулять просто по городу. Город действительно классный. Опасно ходить пешком. Да. Проще на велосипеде. Вот, ребят встретили. Откуда вы, ребят? Мы вообще с Кипра, мы там живем. А, так. Да, ну вот приехали здесь покататься. А из России откуда? Из России, из Краснодара. А, Краснодар. Вот. Снимать не здесь. Едем по Дании, едем. Честно, вообще сил нету ехать после Швеции. Из колеи как-то выбило. Плюс ветер сильный, встречный. С дождями. Так и едем по 30 километров. Тут еще велодорожка закончилась. Вообще это засада. Велодорожки, ну как ко всему хорошему, быстро привыкаешь. Ну нет, вроде широкая полоса пошла теперь, нормально. Выехали из агломерации Копенгагена, наконец-то пошли поля. Ах, добрый день из датских полей. Вчера я ничего не снимал. Сегодня тоже у меня желания нет. Оказывается, я приболел немножко. У меня такая скрытая форма простуды, в общем. Я-то что думаю, у меня сердце немножко не так работает, как обычно. Думал, неужели что-то с сердцем? Нет, просто я понял, что я немножко болею. У меня нет желания сильно ехать. Вообще нет желания ничего не делать, вот желание у меня. Сейчас Так и не делали ничего сегодня. весь день практически провалялись. Чуть-чуть думаем, косточки размять поедем, и дождь начался здесь. Вот. Оказывается, в Дании незаконно ставить палатку где попало. Да, Надо это искать официальные кемпинги, а так мы в общем, незаконными делами тут занимаемся. нам женщина одна сказала, когда мы воду набирали, говорит, иллегал, говорит. Ждите, говорит, полицию, наряд на вас. Приедут, Да, так заберут что мы вас. тут теперь как эти, как партизаны ходим по полям, чтоб никто не видел. Ладно, чуть-чуть проедем, вон ветряки работают. Чуть-чуть проедем. Ветра сегодня, кстати, нет, как за последние дни.
какой он был вчера, очень сильный. Вчера, позавчера вообще не давал ехать. Еще на фоне моей простуды это вообще был капец. Даже ветряки он медленнее работает. Можно судить. Ладно, проедем. Нет, попали под дождик, конечно. Вот молодцы, выбрали время, когда надо ехать. Везде не было дождя. Но мы уже собрались, и он пошел. Сейчас вот стоим под каштаном. Вроде пока держит напор. Yeah, little movie. You want to take a picture? Yes. Yes. I can be here if you want. Вот, встретили велопутешественника из Франции. What's your name? I'm Guillaume. It's William, basically. Ah, in English, yeah. So Guillaume in France. Гио. Вот, Гио. Уже с апреля месяца ездит по Европе. Красавчик, вон у него артлип стоит его. Под дождем стоит, не мокнет. Вот. А мы все мокрые. Нормально. So we'll see if it's good or not. Not in the camping? No. Oh, No. just like us. Yeah. That's the. Yesterday some woman said that it's not legal here in Denmark, but we stay not in camping also. Yeah, it's Scandinavia. It's like you. It was legal, but yeah, here. Yeah, here Not legal. we have to find some But I mean, it's quiet illegal place. in all the country. But Scandinavia, France, Germany, Belgium, but people doesn't care. Едем, братья, по несчастью, по дождичку. Догнали Гюльема. В общем, сегодня денечек никуда ушел, просто намокли, проехали километров 10, наверное, от силы. Встали вон в лес, нашли здесь, лесочек встали. Отдыхать, спать. Все, доброе утро. Снова стартуем в 3 часа дня. Да, Эчка? Сейчас тут к нам еще подъехал один мужик. Говорит, что здесь нельзя кемпинги ставить. Ну, мы так это в принципе знаем, но сейчас мы прям столкнулись с тем, что все леса здесь, их очень мало в Дании, но те, которые есть, они все частные, по сути дела. То есть это все посадка, это искусственный лес. Тут все стоит рядами. Вот, и столкнулись с европейскими реалиями, начинаем. То есть это уже не скандинавский полуостров, здесь уже Европа начинается та. Но на самом деле мы могли бы просто дальше уехать. Тут проходили на лошадях девушки, видимо, они сообщили, кому надо. И вот приехал хозяин. Вот, если бы мы встали бы где-нибудь вон туда, вглубь уехали, нас бы никто бы не нашел. А мы не заморачивались вчера, просто было мокро, не хотелось по траве идти куда-то. Ничего страшного, приехала, предупредила. Да, ничего страшного, то есть все культурно, он говорит, что здесь нельзя кемпинг ставить. Ну, сказал, что мусор за собой уберите, но это естественно. Там, что у нас мусор, одни подгузники, и все. Вот, так что нормально все. Сейчас собираемся, едем. Ветер сегодня снова сильный, видимо, боковой будет.
Яблочный сезон. Вообще отлично по дорогам растут витаминки. Я-то боялся, что пропущу в сезон в Чувашии, но без проблем. Натырили. Главное, чтобы сейчас хозяин не появился. Но тут на мосту нет хозяина. Хозяин моста только если придет. Таких мест много. Опа, это что такое? О, вот уже ничего не видно. Темно. Еле-еле нашли место под палатку. Вообще нет места. Везде поля и дома. Везде палево, короче. Неохота лишний раз общаться ни с кем. Вот, ехали перед мостом, здесь нашли место. Вроде хорошее, никого нет рядом. Сейчас приготовим. Темнеет уже рано. Сейчас 9 часов вечера. Уже темнеет, непривычно. Обычно под 12 у нас всегда темнело. На юга едем. Да и осень близко. Дождик накрапывает.
начался последний городок Дании. Сейчас мы поедем в порт, на причал. И будем переправляться в Германию. Узнаем, сколько стоит билет. Интересно, сколько. Потому что там плыть всего-то 20 километров нет, там где-то 18. Вот интересно, сколько будет. А мы вкушаем датский воздух. Дания быстро пролетела и как-то немножко скомкана из-за погоды и настроения, самочувствия. Ну ничего. В общем, прошли сейчас, паспортного контроля нет, просто оплачиваем 155 крон за человека. То есть 300 крон, грубо говоря, 300 на 10, 3000, чтобы проплыть каких-то 15-18 километров. То есть это очень дорого. Турку, Стокгольм было около 300 километров. Там тебе и каюта стоила 62 евро. То есть 6 тысяч. Не намногим больше, короче. Все, мы на пароме, идем на верхнюю палубу. О, ух ты. Ох ты здесь. Да, посмотрим в окошко. Или наверх пойдем. Туалет там. Нашли тут шикарное место для нас с детской игровой столовой, шикарным видом прямо на Германию. На носу прям сидим почти. Новая страна для нас, Германия. Ая управляет паромом. Давай, Ая, все зависит от тебя.
Все, привет, Германия! Привет, немецкой земле! Первый раз увидели полицейских за всю Европу. Стояли они там, патрулировали на дороге, проверяли фуры. Настя даже шлем одела. А я что-то как-то это... Пролетим, пронесемся. Лень доставать было. Ну, как ожидаемо, велодорожки немецкие. Все шикарно. Едем прям. Велодорожки будут далеко. Может быть, все время на территории Германии. Как минимум. Все, сейчас выехали к берегу Балтики. Заключительный наш берег Балтийский. Хотим поставить палатку, конечно же, возле берега, но здесь все многолюдно. Ставить мы не хотим в многолюдном месте. Ну и, скорее всего, нельзя здесь ставить палатку. Так что будем искать место